Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Юрий Осипов. Для того, чтобы получить качественную медицинскую и хирургическую помощь, жителям отдаленных районов теперь не обязательно приезжать в столицу региона. Ведь врачи едут к ним сами. В январе этого года в Якутии стартовал поистине уникальный проект – мобильный хирургический центр. И с нашим сегодняшним гостем, главным врачом Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи Иваном Ивановым, мы поговорим о том, где работают врачи и каких успехов удалось добиться. Добрый вечер, Иван Сергеевич. Добрый вечер. Расскажите подробнее о проекте и кто из врачей отправляется на помощь, как добираетесь, как организуете рабочее место для хирургов? В первую очередь хочется сказать, что вообще создание мобильного хирургического центра, оно реализовано в рамках указа президента Российской Федерации, указа главы Республики Саха-Якутия Александра Сергеевича Николаева в целях приближения специализированной медицинской помощи. И вот в рамках остальных мобильных наших видов оказания медицинской помощи, я имею в виду Министерство здравоохранения, и все орбиты здравоохранения республики. Вот в этом году, 15 января, состоялся первый выезд мобильного хирургического центра. Что он из себя представляет? Это, по сути, подразделение Республиканской больницы номер 2, которое базируется и в состав которого входят все специальности, все врачи, которые работают на базе нашего учреждения и, собственно говоря, оказывают медицинскую помощь в центральной районной больнице, в центральных районных больницах нашей республики, исходя из потребностей в конкретно взятом районе. И здесь хочется сразу сказать, мы выехали в Нерюнгринский район в первую очередь, потому что это крупный район, и поехали туда сосудистые хирурги, потому что там есть ангиограф, он единственный среди центральных районных больниц, представленный в Нерюнгринском районе. Поехали хирурги, травматологи, поехали кардиологи, неврологи. То есть помимо хирургической помощи мы оказывали еще и консультативную медицинскую помощь. И не просто консультативную, а даже диагностическую, потому что проводили и УЗИ исследования, и эндоскопические исследования и так далее. То есть это был такой комплексный подход к оказанию медицинской помощи. И помимо прочего, конечно же, хочется сказать, что это не только оказание медицинской помощи больным, это еще и обмен, скажем так, информацией, обмен опытом, проведение определенных мастер-классов, потому что данные виды оперативных вмешательств ранее на базе центральной районной больницы, конкретно Нерюнгринской, мы сейчас говорим, они ранее не проводились. И поэтому это, конечно, серьезный такой опыт для врачей местных, скажем так. И, конечно же, это наведение мостов определенных, то есть какой-то такой наведение связи, скажем так, для более тесного контакта работы наших врачей, специалистов республиканской больницы, то есть больницы третьего уровня с центральной районной больницей. Вы сказали о том, что центр уже побывал в Нерюнгринском районе. И в каких еще районах побывал центр и как выбираются районы, куда необходимо поехать? Мы в этом году, то есть за такой достаточно короткий промежуток времени, посетили Нерюнгринскую центральную районную больницу, Алданскую центральную районную больницу, были в Нюрбе, недавно мы только из нее выехали, сейчас мы планируем Мирный, это такой крупной группой, Помимо прочего, у нас еще и мы разделяем эту работу, мы не только крупной группой выезжаем, а еще и мелкими группами начали выезжать. Верхоянская центральная районная больница, недавно там у нас выезжали врачи-травматологи, конкретно травматологи, они провели, по-моему, 4 операции, серьезных операций пострадавшим больным, которых планировали направить в город Якутск, то есть наше учреждение. Вместо этого мы поехали туда и соперировали их на месте. На сегодняшний момент у нас отработала группа травматологов в Алданском районе. Сосудистые хирурги прямо сейчас работают в Нерюнгринском районе. И мы уже в понедельник, группа выезжает 22 числа в Мирнинский район. А я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос гостю программы можно по телефону 8 41 12 42 14 39 или по номеру горячей линии в мессенджере Telegram 8 914 235 05 02. Расскажите, из каких специалистов состоит бригада, и каждый раз это одни и те же специалисты или в разные районы ездят разные люди? В разные районы разные люди. Это первое. Более того, еще и разные специалисты, потому что от района к району специфика, она немножко разная. Она в целом потребность, она примерно одинаковая, но в определенных специальностях она отличается. Я уже постоянно привожу пример такой. Взять Нерюнгринский район, у них есть отоларинголог там. Это хороший специалист, он ранее работал во второй республиканской больнице, и он, в принципе, потребность в этой службе закрыл в целом районе хирургической. А, например, взять Алданский район, там эта потребность есть. Поэтому, когда мы собираемся ехать, то есть заблаговременно мы отрабатываем с районом по поводу того, какие специалисты нужны, диагностические, хирургические, терапевтического профиля, то есть, в принципе, всех профилей,
Далее мы отрабатываем, какое количество операций, каких операций должны будем провести. Дальше идет подготовка пациентов в части, ну, понятно, что желание пациента и медицинские показания к оперативному лечению часто бывает, идут вразрез состоянию больного, когда невозможно провести операцию. Вот, поэтому он проходит обследование на базе Центральной районной больницы, получает предварительное заключение о том, что он ее перенесет. Далее уже выезжаем мы к определенной дате, осматриваем пациента и, соответственно, его оперируем. Потому что в первую очередь, конечно же, это безопасность пациентов. Более того, хочу сказать, что ну, не все пациенты, которые находятся в районе, можно соперировать в районе. Не всех. Потому что есть пациенты с тяжелой сопутствующей патологией, которые, возможно, развитие грозных осложнений каких-то, и желательно его оперировать на базе республиканского учреждения, на наших мощностях, с нашими реаниматологами, там, да, и в нашей реанимации, в наших операционных залах. Тем не менее, есть категория пациентов, которые вот в Алданском районе, например, когда мы выезжали на протезирование, поступила, вот как раз в этот период приезда группы, поступила женщина 70 с лишним лет, она была слепая, ну, по какой-то своей причине, но за собой ухаживала, жила самостоятельной жизнью и так далее, она сломала шейку бедра. Понятно, что у нее шейка бедра не срастется, поэтому мы взяли ее на операцию, по сути, по отсроченным экстренным показаниям, соперировали ее. Зато этой женщине никогда не надо будет ехать в город Якутск оперироваться. Это было бы определенные сложности для нее, как возвращаться потом обратно, ухаживающие есть или нет и так далее. А здесь как бы мы приблизили и, ну, значительно, не то чтобы сэкономили время, да, повысили качество вообще ее жизни на месте. Поэтому специфика, она от района к району она разная. Но в целом у нас всегда выезжают ортопеды-травматологи, как правило. Это хирурги общего профиля. Плюс мы, помимо хирургического профиля, мы всегда берем с собой анестезиологов, анестезисток, операционных медицинских сестер, потому что это тоже своя специфика. У нас часто в районы выезжали, ну, вот 2 района, в 3 точно выезжали наши IT-специалисты для того, чтобы наладить связь. Мы брали с собой медицинского инженера, потому что по оборудованию, чтобы не было никаких загвоздок и так далее. То есть вся эта большая команда очень четко в течение там, недели, 10 дней отрабатывала и выполняла все объемы, поставленные перед ней. Ну и говоря непосредственно об операциях, каждая операция требует перед этим серьезную подготовку. Да. Вот кто занимается этой подготовкой на местах? На местах занимаются местные врачи. У них есть все для этого в центральных районных больницах. Есть утвержденный перечень исследований, определенные допуски, когда пациента можно соперировать, когда лучше его полечить и соперировать чуть позже или направить к нам, например. Да? Поэтому он, как и везде, то есть даже при проведении оперативных вмешательств, плановых оперативных вмешательств в городе Якутске, то есть на базе вот республиканской больницы номер 1 или 2 или какой-то еще, они все проходят предварительные медицинские исследования у себя в районе, для того, чтобы, ну, впустую не кататься, скажем так. Да? Поэтому здесь, в общем-то, ничего не меняется, они проходят исследования, терапевт их смотрит анестезиолог, то есть они понимают, что она или он, да, больной, перенесет данную операцию с минимальными рисками. Вот далее приезжаем мы уже, удостоверяемся в этом, потому что все-таки мы оперируем. И пациента берем на операцию. Но основная работа по подготовке пациента, она проходит именно на базе Центральной районной больницы. Здесь мы выступаем консультантами просто в данной ситуации. Ну и говоря о местных специалистах, не целесообразнее ли обучать местных специалистов, чтобы они проводили операции? Ну, в этом есть определенный смысл, скажем так, да, но хочется сразу вот сказать. Вообще возможность оперировать на базе Центральной районной больницы, она появилась, ну, скажем так, не так давно. У нас уже были такие заделы ранее, да, в Министерстве здравоохранения, это создание первичных хирургических отрядов, да. Но сложность заключалась в том, что надо везти с собой оборудование. А оборудование зачастую тяжелые дороги оно не переносит. То есть 1-2 района съездил, оно сломалось, потом долго ремонтировать его, дорого и так далее. Не всегда возможно это сделать, более того. Здесь же вот планомерная работа в части укрепления материально-технической базы первичного звена центральных районных больниц вот на протяжении ряда лет последних, она привела к тому, что даже вот тоже эндопротезирование суставов, которое ранее только вот делалось в одном учреждении, и все, стало возможным делать центральные районные больницы. Они технически, материально к этому абсолютно стали готовы. Другой вопрос, что специалисты. Можно очень хорошо знать, как делать эндопротезирование, да, закупить расходные материалы в необходимом количестве и так далее. То есть, но есть такое понятие, как набить руку надо. Вот, потому что я, например, врач-травматолог по специальности, но я никогда не делал эндопротезирование суставов, вот сам лично.
Вот я знаю, как оно делается прекрасно, я там читал литературу, осведомлен об этом, но сам лично оперировать не пойду, потому что все-таки это жизнь пациента, и для того, чтобы набить руку, нужно стоять сначала какое-то время ассистентом, для того, чтобы понимать все эти моменты определенные, там, скажем так, секреты, да, работы. Далее начать потихоньку оперировать. И то есть для того, чтобы набить хорошо руку, это должна быть не одна, не 10, это 50-100 операций должно пройти, прежде чем человека допускают, ну, по крайней мере, у нас, да, допускают к самостоятельному, скажем так, да, самостоятельной хирургической деятельности по данному виду. В районе это дело сложно, потому что количество пациентов там не такое большое. Вот. И когда мы говорим там, о наличии там, в очереди 50-60 человек на эндопротезирование, ну, во-первых, надо сразу понять, что не все пациенты будут допущены к операции. В принципе, есть тяжелые сопутствующие патологии, сердечные дела там, и так далее. Вот. То есть уже сокращается. И если хирург или травматолог на месте делает там, ну, 10 операций, 15 в год, но это не очень много по-настоящему. И опасность и риск возникновения осложнений в определенной степени, он очень велик. Может быть, даже проще действительно отправляться в республиканскую больницу, потому что ну, жизнь все-таки пациента, она на первом месте стоит. Вот, а потом уже все остальное. Поэтому по некоторым видам оперативных вмешательств, которые мы проводим, конечно, ну, наверное, лучше либо направлять к нам, либо чтобы мы приезжали в определенной степени, вот если подходить к этому с сухой головой, холодным сердцем, скажем так, да. Но есть виды оперативных вмешательств, которые можно делать в районе. Вот, и поэтому местные хирурги, которые работают в стороне, они активно ассистируют, то есть учатся. Вот. И я думаю, что вот эта работа, направленная на приближение специализированной медицинской помощи в районах, она в итоге приведет к тому, что нам придется ездить все реже и реже и реже. Но мы этого и добиваемся по-настоящему. Вот. Для того, чтобы многие виды оказания медицинской помощи, ранее недоступные в районах, могли уже оказываться и стояли на потоке. Ну, получается, обучение в том или ином виде все-таки Да, проводится. конечно, конечно. И вы сами сказали, что оборудование на места отвезти не всегда получается, а точнее, не все оборудование получается. Соответственно, это ограничивает список операций, которые возможно там проводить. Вот есть ли этот список, который можно проводить на месте? Конечно, какие-то высокие технологии, где требуется там, наличие ангиографа, например, там, да, или какого-то узкоспециализированного оборудования, но которое нерентабельно стоимостью там, в 100-200 миллионов рублей, конечно, нерентабельно ставить в районе, где будет 1-2 операции проводиться в год на нем, и все, она будет просто стоять. Да. Гораздо рентабельнее поставить его в республиканское учреждение, где операций будет 100, 200, 300, да, то есть охват населения будет намного больше. Вот, поэтому, конечно же, не все виды оказания медицинской помощи там проводятся. Да. Пациенты, определенной категории пациентов все равно придется выезжать в город Якутск. Мы не говорим о том, что мы перекроем всю потребность и так далее. Это абсолютно нереально. Но по определенным видам все-таки оно того стоит. Мы вот за буквально счетное количество выездов провели более там, 100 операций на местах. Мы установили 22, по последним цифрам, эндопротеза. То есть это 22 человека, которым пришлось ехать в город Якутск. Вот. И еще планируем, как бы у нас в этом году план до 90 эндопротезов дойти. Для справки, мы в прошлом году на базе республиканской больницы поставили 535 эндопротезов. То есть, представляете, какая часть эндопротезов будет установлена в районах, то есть она пойдет плюсом, и, соответственно, охват населения будет гораздо больше в этом отношении. Есть оперативные вмешательства, например, которые проводятся в городе Якутске, например. У нас же есть отделение, которое нигде больше не представлено. Это отоларингологическое отделение взрослое, челюстно-лицевая хирургия, колопроктология. То есть специализированное оказание медицинской помощи, не общая хирургия, а именно специализированная. Вот, и люди для оказания вот таких специализированных видов ранее были вынуждены ехать в город Якутск. А сейчас у них есть возможность получить эту помощь на местах. Но я еще раз хочу сказать, что это стало возможным только благодаря тому, что центральные районные больницы очень хорошо оснастились. Раньше, ну, до программ, там, если назад шагнуть там, на несколько там, лет, там, на 10, 15, 20 лет, там, да, вот, возможности такой не было. То есть просто технически невозможно было эти операции провести там. На сегодняшний день техническая возможность это есть. Это очень хорошо, что у нас в центральных районных больницах появилось такое дорогостоящее оборудование. Если говорить раньше, там компьютерные томографы, там, по-моему, только в Нерюнгри представлены были и Мирном. Сейчас они, ну, легче, наверное, перечислить районы, где их нету. Компьютерных томографов, это уже становится рутиной. Они уже везде присутствуют и так далее. Цедуги, лапароскопическое оборудование, эндоскопическое оборудование, рентген и так далее. То есть все, что нужно для оказания качественной медицинской помощи, все в районах уже присутствует. Иван Сергеевич, ну и каждая такая поездка – это новые люди, новые истории. Можете ли вы припомнить что-то самое запомнившееся вот из одной из ваших поездок? Может быть, пациентов,
или интересный случай? Ну, случаи-то они там все интересные. А касательно пациентов, это вот для меня, например, как для руководителя, как для врача, это прежде всего получение какой-то обратной связи от больных в части вот вообще рентабельности, необходимости этого проекта. И когда наши специалисты выезжают в районы, конечно же, вот там те районы, которые я посещал, вот в Нюрнбург я не смог поехать, к сожалению, вот больные, которые лежат в центральной, которым была оказана медицинская помощь, конечно, они очень довольны, чрезвычайно. Для врача, для специалиста вот этот отклик просто пациента, он очень важен. Потому что работа проделана не зря они ехали, не зря они там работали и так далее. Потому что даже при выезде у нас регламент работы, он меняется кардинально. Это уже не просто там с 8 до 4-5 часов они работают там, до позднего вечера, выходной, не выходной, суббота, не воскресенье, без разницы. Это все рабочие дни для них. Они, то есть, оказывают полностью медицинскую помощь. Вместе с ними, вместе и центральная районная больница как бы работает, понятно, да? Вот. И благодарный больной – это лучшая по-настоящему похвала. Вот. А что касается каких-то таких определенных случаев, да, наверное, я так не скажу конкретно, да, где-то, может быть, просто могу врачебную тайну нарушить, да, в определенной степени. Вот. Но, тем не менее, как бы экстренные больные, если попадаются вдруг в то время, когда мы там находимся, то есть эта помощь вся, конечно же, оказывается. И очень хочется, чтобы в будущем вот эти выезда, они стали действительно такими рутинными. Вот когда они становятся рутинными, то есть ты уже выезжаешь, район знает, что делать, больные знают, что мы приедем в определенную дату, готовятся и так далее. Вот действительно тогда это тот результат, которого мы хотели добиться. То есть для того, чтобы это просто все уже шло на потоки. И на сегодняшний день как бы вы могли в целом оценить отклик людей и востребованность подобных выездов? Ну вообще на отлично, конечно же. Отклик людей точно на отлично. Что касается востребованности, тут надо вот углубиться в нашу карту, наверное, Республики Саха-Якутия, да, нашей старой Российской Федерации. Там, наши расстояния огромные, труднодоступность наша и так далее. То есть она накладывает определенный такой отпечаток вообще на способы оказания медицинской помощи. Вот я хочу напомнить, у нас, например, самая развитая санитарная авиация в стране, вот Республики Саха-Якутия. Это там 6 баз базирования, куча вертолетов, самолетов специализированных и так далее. Такого нет нигде больше вот, по всей России, Российской Федерации. Такого количества, чтобы оно так работало. Развитие телемедицины и так далее. Вот возьмите какой-нибудь субъект Российской Федерации, небольшой центр, там расстояние 100 километров считается критически большим. Для нас 100 километров — это вот там в соседний район съездить и обратно вернуться, и еще раз туда съездить. Вот, то есть расстояние огромное, не всегда здоровый человек может доехать, не говоря уже о больном человеке, которого надо транспортировать в город Якутск. Поэтому вот созданием и упор определенный, который делается Министерством здравоохранения на создание, продвижение, да, и дальнейшее функционирование именно мобильных бригад, он неизбежно, конечно, он очень важен, очень нужен. Вот я хочу, как бы, если немножко отойти, у нас арктическая медицина работает активно, которая отклик получила в Арктике просто феерически. Там, да, не каждый район посещает. У нас там есть онкологический десант, у нас там педиатрические бригады есть, офтальмологические бригады. Вот сейчас мы подсоединились с хирургическими бригадами и так далее. Летает санитарная авиация параллельно с этим, то есть оказывает экстренную медицинскую помощь, в составе которых имеются хирурги, травматологи, анестезиологи и так далее. То есть все это, весь этот спектр, он не может работать как-то отдельно. Вот создание всего этого, мобильная помощь, оснащение центральных районных больниц, поддержание санитарной авиации, да, развитие республиканского учреждения. Вот оно в итоге дает такой результат, хороший положительный результат. Что по многим показателям касательных смертности и так далее, мы находимся там, где-то в последних рядах по Российской Федерации, то есть на очень хорошем уровне находимся. Вот. По-другому здесь никак. И поэтому развитие мобильной хирургической помощи, оно очень нужно. И я думаю, что оно будет продолжаться и развиваться дальше. И говоря о работе, где нужно ждать мобильные бригады в ближайшее время? Какие планы в части этой работы до конца года? Может быть, будет увеличение количества врачей или расширится география посещения мобильных бригад? Ну, хочу сразу сказать, что у нас нет ограничения по количеству специалистов, которые выезжают. Если район требуется там 8 видов специалистов, там с кучей анестезиологов, еще там каких-то клинических там, да, врачей, других специальностей, то всех мы их набираем и всех мы отправляем. То есть тут такого нет момента. Поэтому у нас были группы и по 12 специалистов, и по 6. Абсолютно разные. Маленькие группы по 2 врача абсолютно. Вот, поэтому
здесь не имеет никакого значения. Более того, не имеет значения то, насколько мы едем. То есть это то же самое. То есть если много пациентов, мы там на 2 недели задержимся. Если их мало, мы за 3-4 дня справимся и уедем. Да? Вот. Что касается следующих районов, это вот Мирный, куда мы выезжаем уже буквально на следующей неделе. Далее у нас идет Горная ЦРБ, Черепчинская ЦРБ. Ну, уже дальше отрабатываем по другим, потому что здесь у нас река встает, то есть надо по дорогам ориентироваться. Более того, даже не по дорогам до центральной районной больницы, чтобы у больных была возможность с поселков, с Нослегов добраться до центральной районной больницы, потому что там тоже есть свои определенные особенности. Поэтому мы центральными районными больницами так отрабатываем, чтобы максимальный охват все-таки получить. Чтобы не просто так приехать для галочки, а именно оказать медицинскую помощь. Ну и немного отходя от мобильных бригад, вы уже не один год работаете главным врачом одного из крупнейших медицинских учреждений республики. И, думаю, можете сказать о том, с какими проблемами чаще всего обращаются жители региона. Ну, мы хирургический стационар. И, конечно, в первую очередь у нас работают хирургические подразделения, скажем так. Да. У нас в нашей базе базируется травмцентр республиканский. То есть все пациенты, тяжелые пациенты с травмами, я имею в виду взрослый контингент, они в итоге находятся у нас. То есть переводятся к нам, обращаются к нам, лечатся у нас. У нас базируется ожоговый центр, то есть тоже вся республика, весь ожоговый центр. У нас региональный сосудистый центр, мы обслуживаем там половину республики, больных, которые страдают от инфарктов, инсультов и так далее. Ну, вот, поэтому, конечно, в первую очередь это различные травмы, это заболевания желудочно-кишечного тракта наши, это, не надо забывать, мы как-то все время забываем про травмпункт города Якутска, туда тоже очень много обращений, пускай там не тяжелыми травмами, но тем не менее с травмами пациенты обращаются. То есть хирургическая направленность, она первоочередная у нас. То есть и именно с такой категорией пациентов, политравмы различные, сепсисы там, и так далее, то есть все эти пациенты обращаются к нам, у нас очень много реанимационных коек, то есть это, опять же, отражает специфику, да, и тяжесть состояния пациентов, которые к нам поступают. У нас, образно говоря, 4 реанимации, более там, порядка 40 с лишним коек, но больных обычно около 60 реанимационных больных в ежедневном режиме находится у нас. Проводится огромное количество операций, то есть работа 24/7 у нас там, это наша норма, к которой мы шли, к которой мы пришли. Ну, Иван Сергеевич, вы сами сказали о травмпункте. Люди часто путают скорую медицинскую помощь и экстренную медпомощь. В чем различие и куда, в каких случаях следует все-таки обращаться? Ну, в рамках города Якутска, для того, чтобы было все-таки, да, не вдаваясь, скажем так, именно там в различия определенные и так далее, да, у нас здание скорой медицинской помощи, да, исторически уже очень давно находится травмпункт. Травмпункт с 2019 года является частью республиканской больницы номер 2, то есть это облегчило работу, контакты и так далее, то есть организационную деятельность в определенной степени. И, конечно, сразу хочу сказать, что, ну, по большому счету не имеет значения, куда человек обратится с травмой. Ему везде окажут медицинскую помощь. Если вдруг он обратился в травмпункт, а у него травма требует госпитализации, каких-то серьезных манипуляций, которые невозможно сделать в травмпункте, то его на нашей машине, либо на машине скорой медицинской помощи, ну, в зависимости от состояния больного, перевезут, хоть там и недалеко, перевезут в приемное отделение республиканской больницы номер 2. Вот, поэтому, по большому счету, обращаться они могут куда угодно. И я думаю, что когда человек получает травму, не особо задумывается, куда там надо ему ехать вообще. Поэтому ехать он должен либо в приемное отделение республиканской больницы номер 2, там помощь окажут, либо в травмпункт. Ну, а если говоря уже медицинским языком, то, конечно, травмпункт занимается травмами поменьше, скажем так, да. То есть переломы голени, бедра, какие-то множественные переломы ребер, таза там, и так далее. Все-таки это ведь вотчина стационара, эти больные должны получать стационарную медицинскую помощь. А переломы мелких костей, предплечья, пальцев, там какие-то резаные раны, укушенные раны. Укушенные раны, кстати, всех, и детей, и взрослых. Они должны ехать в травмпункт, вот, потому что это очень важно, бешеные животные и так далее. Вот, они все должны обращаться в травмпункт. И снова обращаясь к вашему личному опыту, как часто люди правильно оказывают доврачебную помощь? Ведь порой это очень важный момент и может даже спасти кому-то жизнь вовремя оказанная первая помощь. Ну, статистику по правильности оказания доврачебной медицинской помощи сложно, конечно, да, подвести какую-то. Но вот, тем не менее, как бы работа вот в части, это же определенные такие моменты, их не так много, но которые нужно знать. Там, да. Работа проводится, по-настоящему очень много вижу роликов различных, там каких-то брошюр и так далее, как правильно в тех или иных случаях оказывать медицинскую помощь. Поэтому, ну, порекомендовать только могу, да, в какой-то степени, да, если вдруг
опять же, причин может множество. Я могу сейчас наших зрителей запутать просто-напросто, да. Потому что неотложное состояние бывает разные. Там инсульт может произойти, или инфаркт, там, да, или человек просто потерял сознание, или он там ударился головой, там, да, и у него там сотрясение головного мозга, или его сбила машина и так далее. То есть в данной ситуации, конечно, все равно надо вызывать скорую медицинскую помощь в первую очередь для того, чтобы времени не терять. Далее определиться с больным. И тут самое главное, как говорится, не мешать. Надо определить, дышит или не дышит, мешает что-то во рту или не мешает что-то во рту. И так далее. То есть восстановить основные функции. Это сердцебиение и дыхание. Вот. И это уже моменты, если, конечно, сердцебиения нету, там, клиническая смерть наступила и так далее, то это, конечно, не прямой массаж сердца, восстановление ритма сердца, там, восстановление дыхания и так далее. Это первоочередные моменты. Вот. Но в рамках нашей передачи боюсь, что я не смогу затронуть ее так достаточно глубоко, как правильно оказывать медицинскую помощь. Это отдельный надо блок передач выпускать по этой теме. Вот. Но я думаю, что вот в пределах города Якутска, например, да, у нас время доезда скорой медицинской помощи достаточно маленькое. То есть они укладываются в 25 минут, даже меньше намного. Поэтому, в принципе, в зависимости от ситуации, я думаю, что пациента, конечно, спасти, довести, вполне реально. Они у нас хорошо очень работают, скорая медицинская помощь. Намного лучше, чем когда-то было там раньше, да, еще там в 90-е годы и так далее. Вот, поэтому они очень часто привозят нам пациентов с клинической смертью. То есть и частота таких вот перевозок, она значительно увеличилась, по моему личному такому, да, какому-то ощущению. Как-то раньше меньше, по-моему, мне кажется, как казаться было. Но на сегодняшний день очень много пациентов привозят именно в состоянии клинической смерти, когда мы их реанимируем, то есть скорая помощь их реанимирует, мы реанимируем и так далее. Далее пациенты у нас получают медицинскую помощь, выздоравливают и идут домой. Это очень важный момент. И у нас есть вопрос от зрителя. Расскажите о работе реанимации. Говорят, у вас не только профессионалы, но и люди с большой буквы. И отдельно просьба обязательно похвалить специалистов реанимационного отделения. Вообще реанимационное отделение, если говорить, например, о отделении общей реанимации, да, где у нас хирургический профиль в основном базируется, хирургический, терапевтический профиль, то, конечно, интенсивность работы там очень высокая. То есть вот выдержать работу в отделении реанимации республиканской больницы номер 2, это дорогого стоит по-настоящему. Я работал в центральной районной больнице, я знаю интенсивность, как там это происходит, да. И как это происходит в республиканской больнице, я даже немножко отвлекусь, скажу. В свое время, когда я работал главным врачом Молдаванской центральной районной больницы, и на какие-то такие вот выпады, что работы много там и так далее, я все время говорю, я вас отправлю в РБ-2 поработать немножко. Вы там поработаете, вернетесь, поймете, что работы не так много. Потому что в РБ-2 работы действительно очень много. Понятно, что в реанимацию поступают тяжелые больные, но более того, мы собираем тяжелых больных еще и со всей республики. То есть, согласно маршрутизации, категория тяжелых пациентов, по нашим профилям, понятно, она поступает именно к нам. И выходить таких больных с такой интенсивностью хирургической и так далее очень сложно. Вот у нас на протяжении определенного, такого длительного промежутка времени меньше 30 больных в реанимации вообще не было. Хотя бы там реанимация, образно говоря, на 20 коек. Вот, конечно, мы пациентам отказать не можем и госпитализируем, помощь это оказывается, очень интенсивная помощь оказывается. В рамках, кстати, хочу отметить, что в рамках перевооружения мы получили там и новое оборудование для реанимационных коек и так далее. То есть и сейчас продолжаем дооснащаться для того, чтобы качественно оказывать медицинскую помощь. Поэтому наши анестезиологи, это и касательно общей реанимации, и нейрореанимации, кардиореанимации, реанимация ожогового центра, это, конечно, большие профессионалы, профессионалы с большой буквы, я к ним с большим уважением отношусь, и к интенсивности их работы, и к их результатам. Они большие молодцы, и хочу сказать, что, не знаю, их надо на пенсию, наверное, как-то, если пошутить, на пенсию раньше отпускать, потому что, намного раньше даже, да, не так раньше ходят. Потому что, конечно, очень интенсивно работают, чрезвычайно интенсивно, это, там нету времени у них там ни чай попить, там, не посидеть, не просто поговорить о чем-то. То есть даже я, когда захожу, бывает, в реанимацию обходим, там просто движение такое страшное. Идет с этими пациентами обследование, исследования, там какие-то манипуляции, операции там, и так далее. Помимо прочего, у нас же анестезиологи, они же еще, реаниматологи, они же еще и анестезиологи, то есть они еще в операционных участвуют и так далее. А учитывая, что мы экстренная больница, наша операционная, они не закрываются, то есть мы оперируем круглосуточно пациентов. И работа там жутко кипучая, поэтому к ним реаниматологам отдельный от меня низкий поклон и благодарность за их труд.
Ну и не могу не упомянуть, сейчас в РБ-2 в том числе проходят лечение участники СВО. С какими проблемами им приходится сталкиваться и как помогаете? Вообще, ну, положение и понятие вот, со стороны Министерства здравоохранения и так далее, да, то есть и наших медицинских организаций, конечно же, участникам СВО на зеленый коридор. Вот, для них у нас приоритетная госпитализация, мы абсолютно никому не отказываем, госпитализации и так далее. Но чаще всего у нас обращаются, конечно, это травматологические пациенты, это последствия травм различных, им помощь уже была оказана, сейчас они приехали в отпуск, там, да, и у них есть определенные последствия, потому что оказание медицинской помощи на военном госпитале, в гражданском немножко отличается, специфика отличается, и ранения отличается, специфика, все-таки там превалируют минно-взрывные ранения, пулевые ранения и так далее, с которыми мы не так часто встречаемся в обычной жизни, скажем так. Вот, и, конечно же, там немножко по-другому они лечатся совсем. Также обращаются с осколками различными, то есть которые в мягких тканях. Понятно, что на месте в госпиталях военных им убрали основные осколки, скажем так, да, на мелкие там уже, может быть, времени нет, просто-напросто и жизни не угрожает. Но, тем не менее, эти пациенты поступают в неврологические отделения. Ну, по сути, это у нас задействованы все отделения. Вот мы вот это в прошлом году, по-моему, впервые провели, именно это был участник СВО, когда дефект черепа у него был. Ну, просто полголовы не было у него черепной коробки, огромный дефект, то есть пластины закрыть невозможно. И мы специально, вот и это как бы был такой у нас пробный момент, мы специально для этого больного заказывали, делали 3D-моделирование, заказывали специальную пластину, вот специально под его голову, скажем так. Голова у нас всех разная, есть определенные особенности. Пришла, операция прошла успешно, пациент выписан с выздоровлением, все у него хорошо. Поэтому пациенты обращаются, конечно же, обращаются, не скажу, что прям очень много, но они есть. Вот, и всем абсолютно у нас оказывается медицинская помощь, никому мы не отказываем. Поэтому если какие-то вопросы возникают, может быть, у родственников или участников СВО, они всегда могут подойти ко мне, приемного главного врача, я всегда на работе сижу. Либо я, либо какие-то заместители присутствуют, и вопрос сразу же решится. Ну, не доходили пока. То есть все это решается на уровне приемного отделения. И это касательно не только республиканской больницы, это касается вообще всех медицинских учреждений. То есть работа выстроена так во всех медицинских учреждениях касательно родственников и участников специальной военной операции. Ну и в завершении выпуска поделитесь вашими планами на ближайшее будущее. Может быть, разрабатываются еще какие-то проекты для развития медицины у нас в регионе? Ну, конечно, мы хотим все-таки развить достаточно серьезно и увеличить количество наших высокотехнологичных видов оказания медицинской помощи, дорогостоящих определенных видов медицинской помощи, которые раньше делали в меньшей степени. То есть это первоочередная наша задача, это оснащение нашей медицинской организации. Конечно, мы очень много внедряем постоянно. Вот, то есть эта работа не будет останавливаться, то есть мы будем продолжать внедрять новые виды оказания медицинской помощи, организационные моменты. По-настоящему работа вот в таком крупном учреждении, она не перестает, не останавливается никогда. Ты всегда что-то улучшаешь, добавляешь, доделываешь и так далее. У нас грамотные специалисты, которые стремятся и хотят дальше развиваться, потому что зачастую даже я вот это не сильно разбираюсь в каком-то виде оказания медицинской помощи, заведующий приходит ко мне, вот, Иван Сергеевич, хочу вот это внедрить, давай внедрим. Какие проблемы, что для этого нужно, какое оборудование, какие расходные материалы там, и так далее. То есть и мы это внедряем активно, потому что у нас больных много, и каждому больному нужен все-таки индивидуальный подход. И если один способ не подходит, мы, соответственно, используем другой. И за последние 5 лет мы очень большое количество внедрили новых видов оказания медицинской помощи. Это вот у нас первоочередники, это наши ОРХ-МДЛ, это отделение рентгенхирургических методов лечения, диагностики, там у них просто список вот такой огромный. Это и тромбоэкстракция нижней конечности, это аневризмы там многокамерные. Там, это те пациенты, которых ранее мы отправляли куда-то в Россию, сейчас они получают медицинскую помощь в нашем учреждении. Это касательно и травматологических больных, и нейрохирургических больных. То есть новое оборудование позволяет делать эти операции. Вот мы недавно получили очень дорогое оборудование, нейрохирургический микроскоп, там, его стоимость там огромная просто, да. Вот, и там такие операции можно делать фантастические. Этот микроскоп, причем он самый лучший на Дальнем Востоке у нас. Вот, наши нейрохирурги очень этому рады. И вот этот перечень оборудования, он, конечно, постоянно вот, мы улучшаем что-то, и улучшаем, да, то есть увеличиваем обороты койки и так далее. То есть сказать конкретно о том, что мы там что-то абсолютно новое сейчас откроем, там какое-то новое отделение и так далее. Я не буду говорить об этом, но о том, что работа эта идет очень активно, об этом я точно могу сказать. И
качества оказания медицинской помощи. Мы стремимся всегда к улучшению качества оказания медицинской помощи, чтобы жалобы от пациентов, их удовлетворенность была на очень высоком уровне. Что ж, Иван Сергеевич, спасибо вам за эту беседу. Желаем успехов в вашей работе. Спасибо. А я напомню, что это была программа «Якутия в деталях». На этом выпуск программы подошел к концу. С вами был Юрий Осипов. Увидимся в будни в 19:15. Расскажем обо всех деталях.